прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 10 марта. Качественная продукция. Чувашия умеются массу исламской медицины, что современные даже порции о коляске передавали, коляски что-то. Рамзан Кадыров проверил работу очередной аптеки сети Дарба Фармаси. В чем ее уникальность? Защита от насекомых. Это желтые клеевые феромонные ловушки для выявления комплекса карантинных вредных организмов. Россельхознадзор проводит проверки тепличных комплексов на наличие опасных вредителей. Какие методы используются? Гармония науки и материнства. Быть снохой, женой, матерью и успевать еще это сложно. При желании и поддержке родных, близких. Как совместить научную карьеру и воспитание 4 детей? Лейла Магомаева делится своими секретами. Начнем с важного. Рамзан Кадыров проверил работу недавно открывшейся в Грозном очередной аптеки сети Дарба Фармаси. Она предлагает раздельное обслуживание для мужчин и женщин и располагает ассортиментом из 9000 наименований медицинских товаров и препаратов. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Уже 4-я аптека сети Дарба Фармаси открыла свои двери для посетителей региона. Она стала главным офисом компании и самой крупной аптекой в СКФО. Церемония открытия прошла с участием высокопоставленных гостей. Благодаря вниманию и поддержке уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова система здравоохранения постоянно развивается. Наши медучреждения оснащены самым современным и передовым оборудованием, что позволяет улучшить качество медицинской помощи и обеспечивать доступность высококвалифицированной помощи для каждого жителя республики. Особое внимание уделяется лекарственному обеспечению населения. На территории региона функционирует 331 аптека, которая соответствует всем требованиям законодательства. 142 из них расположены в городе Грозном. Контроль остается нашим приоритетом. Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы обеспечить жителей только качественными и безопасными медикаментами. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики Анвар Усманов выразил уверенность в том, что новая аптека станет важным центром для жителей, предлагая широкий ассортимент медикаментов. Повышение качества и доступности оказываемых людям медицинских услуг было и остается для нас одной из приоритетных задач. Благодаря достигнутым соглашениям с инвесторами набирает стремительные обороты развития сети аптек Дарба Фармаси. Новая аптека является самой крупной в республике и одной из крупнейших в России. Ее площадь составляет 1200 квадратных метров, на которой размещены офисные помещения. Сеть аптек Дарба Фармаси соответствует всем требованиям законодательства и способна обеспечить население качественной лекарственной продукцией, медицинскими товарами. После официальной части мероприятия почетные гости смогли ознакомиться с современным интерьером и инновационными технологиями, которые используются в аптеке. Они с интересом осмотрели зал, где представлено множество товаров медицинского назначения. Они работают круглосуточно, есть доставка лекарств, лекарств всего самого необходимо, можно сказать. Есть исламская медицина, спортивное питание. Но жители республики могут быть уверены, что не будут они обмануты, не будет им продано на просроченное лекарство. Новая сеть аптек отличается разновидностью лекарственных препаратов, включая товары исламской медицины, спортивное питание и многое другое. Всего насчитывается 9000 различных наименований. Кроме того, организация обслуживания учитывает разделение сервисов для мужчин и женщин, что позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. Здесь найдутся все виды лекарств, включая уникальные препараты, которые подлежат предметно-количественному учету. Дарба Фармаси предлагает медикаменты, которые недоступны в других аптеках города. Они находятся здесь, в закрытом сейфе, под строгим контролем. Качество предлагаемых лекарственных средств подтверждено необходимыми сертификатами, а для тех, кто желает удостовериться в подлинности товара, есть возможность уточнить через портал госуслуг. Вот, допустим, препарат. Мы его берем, заходим в госуслуги.
Позже аптеку посетил глава региона и лично оценил ассортимент Дарба Фармаси. Рамзан Кадыров отметил важность данного проекта для региона, предусматривающего создание 15 современных аптечных точек, из которых 4 уже открыли двери для посетителей. Исламской медицины, спортивное питание, также фармацевтика, полностью здоровье связано долом. Что всего 9000 разновидных товаров медицинских. Всего 25 рабочих методов. Аптека уже за последние 3 месяца и точка Илана, и последующим до конца года исламской медицины шарик. Качество есть, качество. Да. Самое главное это. Так, это спорт питание отдельно тоже. Справа лечебной косметики, фарскладу, йог-склад тоже. Что активно требуем развиваться дашборд. Моя сертифицирована полностью. Рубашный склад, да? На каждого, любое молоко проверите, еще госуслуги скан есть. Мы можем любое лекарство взять и там проверить. Вот это маркированное, именно маркировки НЮ, у тебя полная информация. Сейчас в бумажном носителе сертификатов нет, все имеется в электронном виде. Любой на чуве очане, у каждого сейчас есть госуслуги, любой молоко проверенный. Да. И любой покупатель может все проверить. Это самое главное. Исламский дуарбош. Исламский тоже, орандеш, масла, что ходок, что молоко за границей взяла, тоже у нас имеются сертификаты для этих препаратов. Ортопедию, инвалидная коляска, пульцану коляска, цану, шадек доступный, чумовал, здоровье связано. 24 часа было без ходил, как и все другие аптеки, да, и раздельное обслуживание, полварьяши. Доставка есть, легкое преимущество, что человек темчится. Единая концепция лишь аптек. Там и это вот, массу аптеки, очень количество конвойчлер вышел, так попчу шаек геомюцен, массу исламской медицины, что мы современные, даже порции коляски передавали, но не смотри, а не коляски что там даже порции, шаек гумай попчу. Нахан удобно, он угордиком, шаеком цанахлер, круглосуточно хлер, так что юйхуш, сертифицирован. Скидка шамят мары батал, вообще не скидка. Скидочная система у нас есть, скидочная система. После первой покупки мы заводим картотеку, и, соответственно, со следующей покупки вы уже скидку каждому, независимо от суммы. Постоянно. Марьям Макаева стала первой покупательницей только что открывшейся аптеки и осталась очень довольной. Мне нужен был кальций, который усваивается. Здесь я его в этой аптеке нашла. Сейчас приобрела его, взяла визитку. И думаю, что очень даже довольна персоналом. Я считаю, что очень даже такие аптеки необходимы. Дарба Фармаси внесет значительный вклад в развитие фармацевтической инфраструктуры Грозного, предлагая профессиональные услуги и качественную продукцию для здоровья граждан. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Сайтелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров сообщил об успешной операции группы «Бати» спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. Операторы БПЛА обнаружили опорный пункт противника с живой силой и пулеметными расчетами. Быстрая передача координат позволила артиллеристам нанести удар, ликвидировав все цели. Эта операция продемонстрировала высокую эффективность и точность действия легендарного спецназа «Ахмат», подчеркнул глава республики.
А в Грозный специальным санитарным бортом доставлен командир отделения ОМОН Ахмат-1 регионального управления Росгвардии Идрис Муцаев. Боец получил серьезное ранение в ходе СВО, но проявил стойкость, борясь за жизнь ради своих близких и сослуживцев. В аэропорту его встречали родственники, друзья и коллеги. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал значительную поддержку в организации эвакуации и дальнейшего лечения. Сегодня руководитель секретариата главы Валид Эдилов передал ключи от нового современного дома, полностью обставленного семье Гульмиры Бигириевой. На протяжении десятилетий они жили в старом и ветхом жиле. Мадина Нусалчиева о том, что самые заветные мечты действительно сбываются. Сегодня в семье Бигиреевых по-настоящему праздник. Этот и уже последующий священный месяц Рамадан они проведут в совершенно других условиях. Гульмира, являющаяся единственной опорой для своих 2 дочерей и 2 внуков, на протяжении более 30 лет жила в непростых условиях старого дома, где даже водопровод был роскошью. Однако все изменилось в один миг, словно в сказке. Только вместо доброй феи, исполняющей желания, к ним на помощь пришел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благодаря их поддержке семья Бигиреевых смогла переехать в новый, полностью обустроенный дом. 35 лет, можно сказать, что коммуникации вообще я хочу. Буган чахи лилдорох, ведер чахи лилдорох, газ пяште, ведер чахи дуахдорох. Ваннихум ятер, я то батер, so шин бейцани изен ашер, so условиеш королевский сон, таганлештина, ши спальни еднич, ванны еднич, хормел долхум, тер саадуксон, да саадуотер, харсан хусмуш асмичтайтинадат. Jim Sachueler Olichiater Sonse, is Salamas yet one Homa Yosh. No Hokul Human as Michtatin that. Allah raise Holik, Horsuna, Королевский дворечок. Теперь в их новом жилье есть 2 спальни, зал, ванная комната и кухня, где можно собираться всей семьей за общим столом. Светлые и просторные помещения радуют глаз и создают атмосферу уюта. Все необходимые коммуникации проведены, а облицовочные работы выполнены с высоким качеством. ويباتشو ديريس إلزون دال عالش ويلا إذا هم تلوس تعشيبو طالها باروتشيني يلا أسترنوش دايش سيم مشليش ندعكاجي حوسة تير حال حاج سان هو يشا حاج ألا وين تدلن زدانير إشت و إنسبكتي عشان عقوز كاتشاو عقوز عدل حل ويا مهنان ويا فندي عبوجاك كان يدع ألا تار دونا باروتشيني يلا كتوخ شاش فينانسيرو وتديدو كتوخ كان هوس دعواتي ألا ويا مهنانز Поздравить Гульмиру и ее семью с долгожданным новосельем приехал руководитель секретариата главы Чеченской Республики Валид Эдилов. Он отметил важность таких инициатив, как помощь регионального общественного фонда, который никогда не остается равнодушным к чужим бедам и помогает людям в самых различных уголках республики. ويباتشو دونا شيء سرازو دون حوسي دونا يمين دون يش بولشان اشتزد ديش بولشان مشنان ديش سينوش دون داخل هوريوش كا اش دون يش حجرش يوتين شو دون نصو او دون ديش نا وصلوا داخل اشتغل اسعار فاتينو طبعا حدورش داخل نوي قريون دونا طبعا هو عند الموتوش او يشترى شدين هدو دي دون زينو شو حيشي إيش لو يبتشي دون ويمكن الأمانو دون دا سادو إيش نصو معي دون يوشان مشنا نصو أورو ديش بوشو عوش دون. Семья Бигиреевых теперь на новом этапе жизни, полном надежд и возможностей. Новый дом стал символом перемен, которые помогут им улучшить условия жизни и сплотиться еще больше. Мадина Нусалчиева, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию в Грозном. 2000 остронуждающихся семей получили продовольственные наборы, в которые вошли продукты первой необходимости. В их числе молоко, масло, финики, макароны, овощи, мясо и многое другое. Акцию провели в честь благословенного месяца Рамадан.
Для того, чтобы убедиться в том, что в тени зеленых грядок не поселились вредные насекомые, способные нанести серьезный урон урожаю, Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проводит обследование тепличных комплексов. Проверка стартовала с одной из крупнейших теплиц, расположенной в Грозном. Получение заключения о карантинном фитосанитарном состоянии необходимо для поставок продукции как в российские регионы, так и за границу. О методах мониторинга расскажет Валентина Гусевская. Это желтые клеевые феромонные ловушки для выявления комплекса карантинных вредных организмов. Феромонная ловушка – самый точный метод выявления карантинных вредителей. Проверку здоровья сельскохозяйственных культур провели в тепличном комплексе «Родина». Компания занимается выращиванием томатов и огурцов. Мониторинг осуществляли специалисты Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции АПК. Ежегодно мы проводим мониторинг карантинного фитосанитарного состояния данного тепличного хозяйства, да и не только этого тепличного хозяйства, всех тепличных хозяйств, которые находятся у нас в республике, осуществляют деятельность по производству овощной продукции. Цель нашего мероприятия – это выявление карантинных вредных организмов. Установленные феромонные ловушки позволяют определить наличие южноамериканской томатной моли, западного цветочного трипса и других вредителей. Эксперты Центра безопасности, в свою очередь, отобрали образцы листьев томатов для лабораторного исследования. Их упаковали в сейф-пакеты, которые вскроют только перед экспертизой. Результаты будут готовы уже через 3 дня. Будем направлять образцы в нашу испытательную лабораторию, где будет проводиться энтомологическое исследование, бактериологическое, вирусологическое исследование на выявление опасных карантинных видов болезней и объектов. Подобные проверки осуществляются во всех тепличных хозяйствах региона. После получения результатов исследования организации выдается сертификат качества, который подтверждает безопасность продукции. Сотрудники же уверены в качестве выращиваемых овощей. Мы ежемесячно проводим анализ воды. В год 1-2 раза плоды проверяем. Мы уверены в своей продукции. Эти проверки важны для того, чтобы, если мы визуально не видим отклонения на растениях, на плодах или еще где-то, чтобы анализ показал, есть ли там что-либо иное или влияет ли это на растения. Организация «Родина» выращивает овощи с 2009 года. Теплицы компании расположены на территории 30 гектаров. В день сбора удается получить до 150 тонн урожая. Овощи выращивают круглый год. Что немаловажно, цветки для будущих овощей здесь опыляются биологическим методом. В теплицах установлены вот такие коробки-ульи. В них живут шмели. Помидоры и огурцы, а в сезон еще и фрукты, в первую очередь поступают на прилавки магазинов Чеченской Республики, а также потребителям из многих других городов России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Джабраил Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялось открытие офиса крупного туристического агентства «Розовый слон». Теперь туристы смогут с комфортом воплотить все грезы о горном крае, увидеть 8-е чудо света от древней каменной башни и насладиться красотой чеченской культуры. А жители нашей республики через турагентство смогут удобно посетить любую точку мира. Лимна Джамалдинова, церемония открытия. В сфере туризма произошло значимое событие – открытие нового офиса агентства «Розовый слон». Оно, представляющее более 170 филиалов по всей России, теперь будет активно работать и в Чечне, что, безусловно, откроет новые горизонты для туристической отрасли региона. Взаимодействие с местным туроператором «Визит Чечня» позволит значительно расширить возможности для путешественников, желающих узнать о культуре и красоте этого уникального региона. Сам я лично работаю в туризме 35 лет. Ни одного дня, кроме туристической отрасли, я нигде не работал. В фирме 27 лет. Но впервые «Розовый слон» пришел на чеченскую землю, чтобы дать чеченскому народу новый сервис услуг, различные вылеты в различные страны всего мира. Да? Мы продаем там туры более 70 операторов, более 200 стран. Понятно, что приоритет турам по России, здесь все что угодно. Камчатка, Алтай, Байкал, Петербург, Калининградская область, Москва. Естественно, Черноморский регион, да, куда без него. Потенциал у республики хороший, население все больше и больше путешествует. Да, мы помним, как, например, там 20 лет назад путешествия были в Чеченской Республике и сейчас. Вот за эти 20 лет
это целая эволюция случилась. В офисе «Визит Чечня» представлены разнообразные оригинальные сувениры, которые порадуют как туристов, так и местных жителей. Здесь можно найти стильные футболки, необычные обложки для документов и даже уникальные комиксы, рассказывающие о богатой культуре и истории региона. Министр туризма Чеченской Республики Муслим Байтазиев отметил, что открытие нового офиса «Розовый слон» станет важным шагом вперед для развития туризма в регионе. Это позволит привлечь новые туры и создать уникальные предложения для путешественников, интересующихся местными достопримечательностями и курортами по всему миру. Потому что компания на рынке работает уже 27 лет, насколько я знаю. И я очень рад, что у Чеченской Республики появился новый филиал, и у жителей Чеченской Республики появился новый сервис. Сейчас, придя в этот офис, получается, они могут приобрести себе тур в 200 стран мира и выбрать любой тур по Российской Федерации. А также, естественно, в этом же офисе вы можете приобрести туры по Чеченской Республике. С запуском нового офиса начинается новая эра в развитии туристической инфраструктуры Чеченской Республики. И это открытие – лишь первый шаг на пути к улучшению имиджа региона как привлекательного туристического направления. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В мире, где каждый день требует выбора между карьерой и семьей, доктор наук Лейла Магомаева доказывает, что возможно преуспеть в обоих направлениях, не жертвуя ни одним из них. Директор Института цифровой экономики и технологического предпринимательства гармонично сочетает в себе профессионализм и заботу материнского сердца. Ежедневно руководя крупнейшим подразделением ГГНТУ, она способствует развитию образовательной сферы. При этом Лейла – любящая мать 4 детей, источник вдохновения и опора для семьи. Репортаж Валентины Гусевской. Есть функциональные связи, которые нужны по функциям. Преподаватель, заведующая кафедрой, директор института. Свое предназначение быть педагогом Лейла Магомаева определила еще в детстве. Сегодня женщина – доктор экономических наук, профессор Грозненского государственного нефтяного технического университета. С профессиональной деятельностью Лейла Румановна совмещает роль заботливой матери 4 детей. Для нашего общества быть снохой, женой, матерью и успевать еще это сложно. При желании и поддержке родных, близких, ну и, естественно, если Всевышний тебе предначертал, это все сложится. Наука всегда была частью ее жизни. Карьеру начала в 2002 году, когда была студенткой последнего курса Майкопского университета. После учебы вернулась в Грозный. На протяжении последних 5 лет возглавляет Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства, где учатся 5600 студентов. Именно они вдохновляют педагога. Лейла Румановна, она любит свою дисциплину и передает интерес к этой дисциплине нам. Никто не уходит с ее пары, не поняв тему. На ее паре бывает какая-то своя атмосфера, все по-простому и все доходчиво объясняет Лейла Румановна. Даже самый сложный материал легко и доступно объясняет нам. Самое главное для Лейлы Магомаевой – видеть результат своей работы. За ее авторством более 200 научных статей, 6 монографий и более 15 свидетельств от Роспатента о правах на компьютерные разработки. В этом году она была удостоена премии «Серебряная сова» интеллектуального центра в номинации «За высокий профессионализм». При входе в кабинет Лейлы Румановны впечатляет количество кубков и дипломов. Эти награды – свидетельство достижений студентов института за прошедший год. И каждый год они обновляются. Ее преподавательский стиль – это сочетание профессиональной дисциплины и искреннего участия в судьбах студентов. К наставлениям профессора всегда прислушиваются. Для многих она пример подражания. Это, наверное, самая дорогая моя грамота, которую вручили мне мой коллектив и мои студенты. И те слова, которые здесь сказаны, вот это и есть мой мотиватор и стимул к усердной работе. Вот эта обратная связь, которую я чувствую, она прямо меня так заставляет все время становиться лучше, быть в тренде, исследовать что-то новое и давать им новый материал. Да. Чем больше загруз, тем больше ты успеваешь, потому что у тебя нет времени продохнуть, и вот делаешь вдох утром и только ночью делаешь выдох. Ну, дома, понимаете, 2-я смена, 4 детей, это как бы не маленькая семья, поэтому работаем 2 смены. Желание, стремление и образование – личный секрет успеха. Кроме того, на протяжении всего пути женщину поддерживают семья, друзья, а также коллеги. Работаю с Лейлой Румановной уже более 5 лет. С ней можно поговорить обо всем. Очень грамотный руководитель, креативная. Лейла Магомаева – успешная женщина, мама и ученый, которая стремится сделать мир вокруг себя лучше. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика.
Величественные мечети, устремляющиеся ввысь небоскребы, современные бульвары. Грозный заявил о себе как центр активного отдыха. Чтобы увидеть всю эту красоту воочию, туристы приезжают с разных уголков. Что именно привлекает и чем удивляет туристов, Саида Гакашева. В начале весны Грозный вновь принял большое количество туристов, которые стремятся насладиться атмосферой этого уникального города. Весеннее время года привносит особую красоту в пейзажи, а температура радует мягким климатом. По приезде в город туристов встретил местный гид, который с энтузиазмом рассказал о главных достопримечательностях столицы. Итак, касательно цветочного парка, друзья. Вы понимаете, что это больше такая летняя зона отдыха. Сейчас в таком полусонном состоянии он находится, оно-то и понятно. Оживляется парк в теплое время года. Здесь много шума, много гамма, много веселья, много смеха и много музыки. На самом-то деле такое излюбленное место отдыха и грозненцев, и, соответственно, наших гостей. Наталья Лекомцева поделилась с нами, что с большим удовольствием приехала в Грозный. Город поразил ее своей архитектурой, сочетанием современности и традиций, а также добродушием и гостеприимством местных жителей. Приехала из Воркуты отдыхать в Кисловодск. Конечно, очень всегда хотела. Первый раз по туристическую поездку выбрала Чечню, город Грозный. Очень понравилось, такие достопримечательности, очень красиво, люди приветливые, все так доступно, все, конечно, прям радует. Конечно, немного то, что время года, хотелось бы все это как в цвету, летом здесь, наверное, придется вернуться еще и лето. Одной из точек знакомства с городом стал храм Михаила Архангела. Это исторический архитектурный памятник привлек внимание туристов своей величественной красотой и духовной атмосферой. Елена Белянцева осталась под большим впечатлением и выразила желание вернуться вновь, чтобы исследовать еще больше красот этого края. Очень давно хотелось побывать в вашей республике, в вашем красивом городе. Хотелось посмотреть на вашу красоту. Погода сегодня шикарная, весенняя, хоть и немножко прохладно. Очень красивые мечети, добрые у вас люди в городе, гостеприимные. И нам это очень нравится. Поеду к себе в родной город и расскажу всем своим сослуживцам, своим родственникам, чтобы приезжали в город Грозный и любовались красотой вашего города и вашего края. Нельзя не отметить, что число туристов растет с каждым годом. Связано это с тем, что город активно развивает инфраструктуру и предлагает множество новых услуг. Саида Гакашева, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнака в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.